Повелители ковшей и многотонной техники на автодороге Вилюй работают профессионалы. Ну, конечно, волнуюсь. Как не волноваться? Откосы, профиль, отсыпка, маневрирование. Слова для дорожников определяющие. Управлять многотонной техникой под силу не каждому, если на ней не просто ездить, а еще и строить дорогу. Выверенный десятилетиями стаж, опыт солидный, а мастерство хоть и дело наживное, но требует таланта. Профессионалом в дорожном строительстве становится не каждый. Работа сложная. Тут и характер, и стойкость, ответственность и дисциплина. Те, кто строит артерии жизни, достойны уважения. Проверка высшего пилотажа состоялась накануне на автодороге Вилюй. Главная транспортная артерия юго-западной части Якутии, федеральная трасса А-331, стала площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского чемпионата среди работников дорожно-строительной отрасли «Лучшие по профессии-2015». К слову, подобное масштабное мероприятие проводится впервые и выявит лучшего по всей стране. 80 субъектов представят первоклассных мастеров своего дела на федеральном этапе в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Такие мероприятия проводились последний раз в 1989 году. И когда люди встречаются здесь, механизаторы непосредственно делятся своим мастерством, это всегда приятно, и это способствует совершенству уровня и качества проводимых работ. Поэтому вот машинисты автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторщики – те профессии, которые очень нам необходимы для строительства и содержания автомобильных дорог. Проверить себя и показать свое мастерство, а вместе с тем завоевать звание лучшего на Вилюе смогли более 30 участников из 8 подрядных организаций. На старте 4 многотонных махин – самосвал, погрузчик, грейдер и экскаватор. Поехали! На данном этапе участник конкурса должен пройти змейку на фронтальном погрузчике и здесь взять на ковш баскетбольный мяч, который он должен отвести на стартовую площадку и забросить в корзину. Каждый участник должен показать наилучшее время. С 3 мячей 2 попал, 1 промазал. Почему? Поспешил что-то. В ковше мяч не видно же. Надо чувствовать, где оно находится. Надо закинуть мяч. Вот поэтому это самое трудное это было. Ну, хорошо, что так соревнования делают. Знакомишься там с другими предприятиями. Горный автодор 3-й год уже. На машиниста-погрузчик учился. И сразу начал работать там. Управлять 17-тонной дорожной техникой – дело тонкое. От мастерства машиниста зависит то, как отработает эффективно дорожное предприятие. За короткое лето в особых климатических условиях Якутии нужно четко организовывать свою работу, и многое зависит, конечно же, от профессионального мастерства машиниста. Как бы обывателям ни казалось простым выровнять отсыпку на дороге, это целая наука. В самом слове «грейдер» его предназначение – выровнять, нивелировать. Так что здесь машинисту необходимо с ювелирной точностью выполнить профилирование, выдерживая определенный уровень промилле, при этом управлять еще и отвалом. Задача автогрейдериста, значит, спланировать под 0, то есть 0 промилле должно без уклонов и не нарушая границы. Вот у нас 6 вешек стоит, да, и лента натянута. За нарушение границы тоже штрафной балл, за сбитую вешку тоже штрафной балл. И есть еще, значит, измерительные приборы, с помощью которых мы измеряем уклоны. Если есть уклоны, превышающие 5 промилле, это получается 5 сантиметров на метр, да, то мы опять снимаем баллы. И еще идет фиксация времени, максимальное время 10 минут. А если машинист успел за более короткое время, да, то у него дополнительные баллы будут. А вот сейчас идет 5-й участник, Пермдрострой. Вот до этого были участники, значит, 4 участника, ну еще впереди у нас столько же участников. Мне не понравилось, потому что техника не моя. Я на такой технике не работал. Тоже на грейдеристе, машинист автогрейдера, но у меня другой. Расстановка приборов совсем по-другому. Поэтому пока привык,
Ну, немножко ровно сделал. Для них техника незнакомая, да? Для эксплуатации у нас используются тяжелые грейдеры ДЗ-98. Они все как бы оси ведущие, а здесь пневмоподача и идет, значит, новая техника, Caterpillar, средний грейдер без переднего передка. Для нас это мелочи. Такие работы я каждый день делаю по 11 часов в течение 2 месяцев. Главное, я не буксовал сегодня единственный. Ну а так, весело здесь. А в это время веселье и досаду одновременно чувствовали и машинисты экскаватора, которые один за другим прицельно сбивали ковшом установленную на бочке пластиковую канистру, после чего показали мастерство выравнивания откосов дороги. Техника не наша, непривычно как-то. Другая, колесная. Откос пока нет. Вот бутылок сбил одну, результатов ждем. Сложности никакой. Всю жизнь работаем же. Это наша работа. Все откосы, вот, ну, бутылки вот эти сшибать. Это, ну, я сшиб все сразу. Ну, я всю жизнь работаю, с 72-го года. Техника одна и та же. Рычаги все те же. Просто та на гусенице, это на пневмном ходу. Ну, привыкать надо. Мастерство управления многотонными самосвалами продемонстрировали участники на этапе при выполнении змейки, маневрирования на площадке, преодолении колейного мостика и четкой остановки на стоп-линии. Тем временем автогрейдер собрал вокруг себя любителей футбола. Этот конкурс потребовал к себе еще и недюжинной сноровки. Маневрировать с футбольным мячом отвалом грейдера – дело непростое. Техника большегрузная, аж 17 тонн. Импровизированные ворота узкие, но профессионалам и это оказалось по плечу. Есть 4 уровня, так называемые. Первое – это производительность, скорость. Да? Второе – это знание техники безопасности, знание геометрических параметров. Все, как говорится, должны это все дело в процессе соревнования учитывать. Победила в любом случае дружба. Это полезное мероприятие, так как у нас сегодня мы все знаем, что состав механизатора это является основным звеном, да, в качественном производстве работ. Объединяет коллектив, какой-то стимул в дальнейшем дает, повышать качество профессионализма. Чемпионат хоть и спортивное состязание, но дорожники – это совершенно другие люди. Их отличает поразительная сплоченность и взаимовыручка. Дружеская встреча, как ее назвали и организаторы, и участники, продолжилась соревнованием теперь уже на собственную выдержку. Свою физическую силу ребята продемонстрировали в перетягивании каната. Чемпионат объединил всех, кто задействован на строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автодороги Вилюй. Ребята смогли проверить свое мастерство и просто отдохнуть. Лучших в каждой номинации наградили кубком и медалями, ценными призами. Теперь лучшие представители регионального этапа встретятся в августе на дальневосточном этапе, а в сентябре будут известны имена профессионалов, которые поборются за звание лучшего на всероссийском уровне в Санкт-Петербурге. Туяра Харитонова, Николай Необутов, Джоустан Трофимов, ЕСИА.